«Будни и герои Z». Выставка с таким названием открылась сегодня в Донецке. На ней представлены работы известной художницы Татьяны Пономаренко-Ливераж. Все они посвящены защитникам нашей республики. Я для вас приготовила пока копию. Сегодня я ее дарю Спарте, но портрет принадлежит вам. Когда он объедет много выставок, он вернется к вам, и у вас будет их два. Все эти работы созданы в полевых условиях, рассказывает художница. Многие из них графические, нарисованные углем. Но в скором времени и они обретут краски. Я всех сделаю в масле. То есть я делаю вначале зарисовки углем, а потом они будут создаваться уже на холсте. У меня будет больше времени, а пока мы набираем, это же для масла нужно 3-4 месяца, чтобы создать портрет. Это многослойная вещь, каждый слой должен высохнуть. И технически, чтобы правильно это создать, нужно время. Эти работы – живая история, говорит Татьяна. Подвиги наших защитников никогда не должны быть забыты. Самый главный посыл вот этого огромного проекта, это же всего часть, что герои на Руси были, есть и будут всегда. И вот этим наш русский дух и славен, и мы непобедимы. Поддержать защитников республики приехали и гости из России. Они привезли подарки военнослужащим – бронежилеты, тепловизоры, коптеры и другие необходимые на фронте вещи. Людям, которыми просто восхищаюсь, так что скажу просто коротко и два слова. Одно слово – спасибо, просто спасибо. Вот все, что можно вложить. Спасибо за то, что вы делаете. Я когда собрался ехать, думаю, не ехать с пустыми руками, кину клич в соцсетях, что нужно. Там коптеры, броники, каски, что-то. Все. 3 недели у меня телефон садился до обеда от смс-ок, потому что постоянно шли перечисления, и главное, что люди писали. Что они писали? Тысячи людей, тысячи молитв нашим ребятам, за нас, за Россию. Кто-то просто «З». Только себя берегите, ладно? Вот, ну, как это говорят, как матери говорят, под пули не лезть. Не геройствуйте. Вернитесь, пожалуйста, живыми, здоровыми домой. Будьте, пожалуйста, здоровы. Божьей помощи, покрова Божьей Матери. И спасибо вам, низкий поклон за то, что вы делаете. От нас всех огромное спасибо за ваши теплые слова, за то чувство, которое вы нам передаете. Нам очень приятно вас видеть на нашей земле, на Донбасской. И вас храни Господь, победа за нами. Мы в этом не сомневаемся ни на минуту. На открытии выставки для военнослужащих выступила и российская группа «Джанго». Музыканты уже не в первый раз приезжают в Донбасс поддержать защитников республики. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согреет. Наталья Шевченко, Константин Кизенко, телеканал «Оплот».